Добрый вечер, уважаемые телезрители. Мы продолжаем прямые эфиры с кандидатами в президенты Абхазии. Помимо бесплатных эфиров, распределенных Центральной избирательной комиссией, абхазское телевидение предоставляет кандидатам возможность принять участие и в дополнительных эфирах продолжительностью 30 минут. Сегодня, 16 августа, эфирное время предоставлено кандидату в президенты Абхазии Артуру Анкваб. Добро пожаловать, Артур Миродович. Добрый вечер. Сразу после видеоролика с вашей биографией мы запустим получасовой таймер, за которым смогут наблюдать и наши телезрители. Анкваб Артур Миродович родился 19 сентября 1969 года в городе Гагра. В 1986 году закончил среднюю школу села Лдза Гагрского района. В 1989 году поступил в Абхазский государственный университет на историко-юридический факультет. В годы Отечественной войны 1992-1993 годов воевал в составе Бзыбского 4-го, Гудаутского, Пицунского батальонов. Инвалид второй группы, награжден медалью за отвагу. В 1996 году закончил Абхазский государственный университет. В 1996 году начал работать преподавателем историко-юридического факультета АГУ. С 1997 по 2003 годы заместитель декана историко-юридического факультета АГУ. С 1997 по 2000 годы начальник кафедры общественных дисциплин Сухумской средней специальной школы милиции МВД Республики Абхазия. С 2000 по 2003 годы следователь Следственного управления МВД Республики Абхазия. С 2006 по 2007 годы аспирант-соискатель Карачаево-Черкесского педагогического института. С 2011 по 2015 годы начальник Сухумской средней специальной школы милиции МВД Республики Абхазия в звании подполковника милиции. На сегодняшний день старший преподаватель кафедры истории России и зарубежных стран исторического факультета АГУ. Женат, отец 3 детей. Артур Миродович, вы в политике совершенно новое лицо. И думаю, что для многих в Абхазии выдвижение вашей кандидатуры в президенты Абхазии довольно неожиданно. Как вы, человек, который никогда не занимался политикой, приняли такое решение? Решение мною принималось в течение нескольких последних месяцев. Я проанализировал для себя внутриполитическую ситуацию в стране. Особенно на мой выбор, на мой первый шаг в политике повлияло непосредственно то событие, которое связано с именем Аслана Георгиевича Бжани. Я всецело поддерживаю тех людей, а их на сегодняшний день в нашем обществе очень и очень много. Поддерживаю семью Аслана Георгиевича и желаю ему скорейшего выздоровления и вступить в наши ряды. Более того, почему я и затронул имя Аслана Георгиевича, это лицо, которое в течение последних 5 лет ассоциировалось с лидером оппозиционного движения в Абхазии, с человеком, на которого возлагали огромные надежды большая часть, я считаю, граждан нашей республики, но по определенным обстоятельствам на сегодняшний день его нету в наших рядах. Более того, последние месяцы для себя лично я наблюдал картину раскола оппозиционного блока, какие силы изнутри и извне содействовали вот этому процессу, именно разложения оппозиционных сил. Я сейчас затрагивать конкретно этот вопрос не буду, но именно та сложившаяся внутриполитическая ситуация в стране и предопределила мой шаг и мой выбор. Вы тоже причисляете себя к оппозиции, я так поняла? Да, конечно. Вот вас избрали президентом. Каким будет ваш первый рабочий день? Знаете, мне уже не раз задавали этот вопрос. Он мне приятен, именно приятен тем, что я собираюсь в первый рабочий день обязательно пригласить всех
кандидатов, нынешних кандидатов в президенты и вице-президенты собраться в едином кругу, обсудить все те глобальные проблемы, которые стоят перед нашим обществом, и обратиться к ним с просьбой о сотрудничестве, взаимодействии по всем вопросам, в том числе и, наверное, самый главный вопрос, который будет стоять на тот период времени, именно разрешение кадровых проблем, то есть формирование правительства и всех остальных, значит, всего нашего административного аппарата. То есть те команды, которые сейчас представлены, вы не исключаете возможности, что многие из них будут в составе вашей команды в случае вашей победы? Вы знаете, за всех я сказать, конечно, не могу и не имею никакого права, но по сегодняшний день между кандидатами, значит, нами, значит, круг ограничен на сегодняшний день 5 кандидатами. Имели встречи, значит, неоднократные встречи, где мы обсуждаем эти проблемы и этот самый вопрос, и считаем, что это будет первый шаг к объединению нашего общества. Это крайне необходимый шаг, и мы на своем примере покажем населению Абхазии, народу Абхазии, что мы готовы к сотрудничеству, готовы к единомыслию и выбрали единый для себя путь в будущее. Потому что я считаю, сегодня переходный этап, который очень важен для нашего народа, для нашего государства и особенно для молодежи Абхазии. Вы участвуете в выборах президента Республики Абхазия и, значит, претендуете на победу. Какие первоочередные задачи вы ставите перед собой в случае успеха? Первоочередная задача, вы знаете, на сегодняшний день народ Абхазии знает о тех проблемах, а их предостаточно, что все эти проблемы разрешимы в комплексе тех мер, которые будут приниматься. Но так или иначе, основой для реализации всех наших планов и шагов, наверное, будет устойчивая экономика. И, естественно, материально-техническое обеспечение предоставит нам возможности для реализации тех планов, на которые мы, значит, неоднократно озвучивали на встречах с общественностью и которые на сегодняшний день отражены в нашей программе. Я считаю, что первый шаг – это становление нашей экономики, но для того, чтобы ее поставить на ноги, я считаю, необходимо, крайне необходимо объявить борьбу, войну коррупции. Я считаю, что все разграбленное народное имущество, народные деньги должны вернуться в казну нашего государства, что позволит нам, естественно, сделать первые шаги по становлению нашей экономики. Это крайне необходимая мера. Борьба с коррупцией, с теневой экономикой – это один из важных приоритетных первых шагов, которые мы отразили в своей программе. Раз вы затронули тему борьбы с коррупцией, хотелось бы узнать ваше мнение по поводу принятия 20-й статьи Конвенции ООН по противодействию коррупции, да, и конкурсного подбора кадров, который активно обсуждается в последнее время в нашем обществе. Что вы думаете по этому поводу? Я абсолютно согласен, хочу озвучить даже его имя, с идеологом вот именно этого направления принятия 20-й статьи Конвенции Астамуром Какали. Он неоднократно призывал нас к диалогу, и я абсолютно поддерживаю его позицию и считаю, что это крайне необходимый шаг на сегодняшний день. Другой вопрос, нужно будет создать необходимые механизмы для реализации этой статьи, которая крайне необходима нам на сегодняшний день. А какие еще меры? Вот, допустим, мы не приняли эту статью. Какие вы предлагаете меры для более продуктивной борьбы с коррупцией? Антикоррупционная политика должна опираться на мнение народа, на мнение нашей общественности. Вы знаете,
большой проблемой, я считаю, коррупционное мышление нашего общества на сегодняшний день. Но чем оно вызвано? Почему сегодня многие граждане нашей республики считают безвыходным путь разрешения своих проблем без дачи взяток, без использования своих родственных отношений с теми или иными, значит, чиновниками? Это форма коррупции, так или иначе. И я считаю, что нужно будет, необходимо ради государственных интересов провести специальные проверки, расследования во всех отраслях, во всех направлениях нашей экономики, в целом нашего общества, для того, чтобы выявить факты хищения государственных денег. Опять же, могу конкретно обозначить вот один из шагов. Мы знаем прекрасно, на протяжении многих лет братская Российская Федерация оказывает нам огромную финансовую помощь. Разработана инвестиционная программа, по которой Абхазия получает необходимую финансовую помощь. Но как реализуется эта инвестиционная программа, насколько она воплощена в жизнь, и не имели ли факты при разрешении вот этой инвестиционной программы, то есть воплощении ее в жизнь, крупные хищения. Я считаю, что необходимо будет затронуть вопрос и о возврате тех кредитов, которые были выданы гражданам Республики Абхазия практически с 2004 года. Мы знаем о существовании сотен лиц, которые на сегодняшний день обязаны вернуть нашему государству огромные суммы. Эти суммы исчисляемы миллиардами. И я считаю, что необходимо будет реализовать эту программу для того, чтобы поднять нашу экономику и в целом благосостояние нашего народа на должный уровень. Ну вот вы провели следствие, выявили людей, да, которые каким-то образом были объявлены, ну, которым было предъявлено обвинение в коррупции. Какое наказание вы, ну, предполагаете, допустим, по отношению к таким лицам? На сегодняшний день нашим законодательством предусмотрены, значит, меры административного характера, выплаты штрафов, а также, если сумма превышает, значит, 1 000 000 рублей, то лишение свободы, то есть привлечение к уголовной ответственности и лишение свободы сроком до 15 лет. Я даже готов ужесточить эту меру наказания, значит, до пожизненного лишения, потому что наше общество стоит на краю пропасти. И для того, чтобы спасти нашу экономику, наш народ, наше государство, мы должны будем, обязаны будем принять самые радикальные меры. В своих интервью вы говорите, что особое внимание необходимо уделить системе образования Абхазии. Что именно вы имеете в виду? Подразумеваете ли вы реформы в этой сфере? Безусловно, реформы необходимы. Реформы необходимы, но при этом я в своей предвыборной программе делаю акцент именно на село, на систему образования именно в наших селах. Село – это основа основ. Село – это очаг, где сохраняются наши традиции, наша национальная культура, абхазский язык. И поэтому считаю, этому необходимо уделить должное внимание. Я не разделяю, естественно, нашу систему образования на сельскую и городскую, но при этом хочется обратить внимание на то, что средний уровень знаний наших школьников, особенно в селах, опускается все ниже и ниже. Это государственная проблема, это общенародная проблема, потому что мы прекрасно понимаем, без образованных молодых людей у Абхазии не может быть будущего. Ну что нужно сделать, чтобы изменить эту ситуацию? Вы знаете, я считаю, необходимо в первую очередь
изменить отношение в целом общества к образованию, к знаниям, к науке и так далее. Я считаю необходимым, вот когда мы в программе значит, отразили отдельной статьей значит, выборность на должности, значит, на, как бы вам правильно сказать, на той платформе, когда люди, специалисты будут иметь возможность выбирать наиболее квалифицированных специалистов. То есть нужны будут, государству будут востребованы люди со знаниями, а не просто с дипломами. В дипломе мы прекрасно понимаем, в окладыше можно отразить огромное количество пятерок, четверок, но это не есть показатель уровня образованности того или иного, значит, выпускника нашего вуза. Я считаю, что объявление конкурсной основы во многом будет способствовать этому, тому процессу, вот, который я сейчас, значит, обозначил. И в первую очередь, опираясь именно на знания, мы сможем изменить отношение общества в целом к нашей системе образования. Несмотря на то, что Абхазия считается социально ориентированной страной, в республике очень много проблем социального характера. Вы также говорите, что в случае вашего избрания будете большое внимание уделять социальной политике. Можно подробнее, как вы планируете улучшить положение дел в этой сфере? Мы все прекрасно понимаем, что в социальную программу бизнес никогда не вкладывал и не будет вкладывать деньги. Это обязанность государства. Только государство может обеспечить социальной защищенностью своих граждан. Должна быть разработана четкая государственная программа, которая сможет обеспечить каждого гражданина от мала до велика всем необходимым для хорошей жизни. Опять же, я хочу привести вот несколько примеров. На протяжении 25 лет государство, значит, выступает гарантом социальной защищенности наших граждан. Но что в этом направлении сделано? Какие сегодня социальные проблемы существуют в нашем обществе? Каких слоев населения они касаются? На это необходимо обратить внимание. Я вот на сегодняшний день имел, значит, встречу в городе Гагра с инвалидами Отечественной войны, значит, 92-93 годов. Обсуждались, я и сам инвалид войны, участник, инвалид войны, и прекрасно знаю по себе, каковы на сегодняшний день реалии и насколько слаб каждый инвалид войны, участник войны, именно в социальной защищенности. На сегодняшний день наши инвалиды войны получают лишь какие-то гроши, которые составляют, может быть, треть той необходимой суммы, которая могла бы обеспечить им довольно-таки стабильную и нормальную жизнь. На сегодняшний день инвалиды войны нуждаются в медикаментах, нуждаются в лечении. На сегодняшний день вот наш, значит, реабилитационный центр инвалидов, который находится на территории города Гагра, он настолько обнищал, что крайне нуждается в государственной поддержке. А какова может быть еще поддержка? Я особое внимание вот в нашей сегодняшней встрече уделил детям погибших в период нашей войны. На сегодняшний день эта часть нашего общества абсолютно не защищена. Они не имеют никакой поддержки со стороны государства, чтобы получить высшее образование, чтобы трудоустроиться. Они не имеют права, не имеют никакой поддержки со стороны государства, чтобы начать с малого бизнеса, чтобы встать на ноги. Это все говорит в целом о тех проблемах, которые, значит,
на который мы акцентируем свое внимание, именно уделяя социальной политике вот в нашей программе. Этому нужно будет уделить особое внимание, потому что мы прекрасно понимаем, что социальная защищенность граждан является стабильностью нашего государства, иначе и быть не может. Вы говорите, что должна быть специальная государственная программа, но каждая программа должна быть подкреплена финансово. Где брать финансирование? Вы знаете, Ирина, я считаю, что основой экономики, это не мое личное мнение, это мнение специалистов в области экономики, финансов, считается, что основой экономики является мелкий и средний бизнес. При возвращении части похищенных денег в казну государства по инвестиционной программе, которая оказывается нам со стороны Российской Федерации, мы вправе поставить на должный уровень мелкий бизнес в первую очередь, а затем следующим шагом будет становление и среднего бизнеса, которые будут являться гарантией нашей экономики, то есть основанием, базисом для нашей экономики. Вот эти шаги, если мы сможем осуществить, найти для этого необходимые средства, я считаю, что в определенный период, я не говорю там о месяце, двух, годе, может быть, потребуется на это и более объемное время, но так или иначе мы будем способны поднять нашу экономику на должный уровень, чтобы выполнить те обязательства, которые мы даем своему народу и в целом обществу Абхазии. Одна из важнейших отраслей экономики – это энергетика, да, пожалуй, от развития которой зависит развитие всей экономики. Как известно, в этой сфере у нас очень сложная ситуация, связанная и с изношенностью энергосистемы, и с плохой собираемостью платежей. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать, чтобы изменить эту ситуацию? Этой проблеме в нашей программе тоже уделено внимание. Хочу также отметить, что на сегодняшний день состоялась пресс-конференция, которую дал один из кандидатов в президенты Республики Абхазия Алмаз Джопу. Пресс-конференция была посвящена именно проблеме энергетики. Я не буду озвучивать в подробностях все дискуссии, имевшие место в этой пресс-конференции, но самый главный аргумент, который был озвучен именно в пользу поднятия этого общенационального вопроса, который является гарантией независимости нашего государства, это взять именно на баланс всю энергосистему в целом, а в первую очередь Ингургес. Мы уделили, как я уже озвучил, внимание этой проблеме в нашей программе, и если вы позволите, я озвучил бы отдельные статьи, отраженные в нашей программе. В настоящее время электроэнергетика Абхазии полностью зависима от Грузии. Более того, как мы об этом не умалчивали бы, она входит в единую энергосистему Грузии. В связи с этим стратегической задачей государства должно быть строительство независимой энергетики, для чего необходимо восстановление всех малых ГЭС страны, которых у нас на сегодняшний день 17. 3 из них входят в количество 17, они перепадные ГЭС. Общая мощность этих, станций составит 145 мегаватт. Это помимо мощности Ингургес. Другой стратегической задачей государства в этой сфере мы считаем упорядочение прав собственности Республики Абхазия перепадной ГЭС номер 1, которая в настоящее время, находясь на территории нашей и будучи независимо от гидрологии Грузии, финансируется и эксплуатируется Грузией.
Для этих целей необходима подготовка, естественно, соответствующих кадров, создание финансово-технических условий для принятия ее на баланс Республики Абхазия и дальнейшей эксплуатации. Это краеугольный камень. На сегодняшний день энергетика Абхазии, она завязана в тот клубок, который мы связываем с коррупционной схемой. Насколько мне известно, на сегодняшний день у нас не стоят никакие электронные счетчики, которые могли бы, я имею в виду в общем, масштабно, которые бы говорили о той цифре, то есть о потребности в целом Абхазии на определенные периоды. Ну, это зима, лето, осень, весна. На сегодняшний день мы не знаем, каков поток электроэнергии с Ингургеса по определенным системам, которые имеют место в сторону Российской Федерации, а также и в Грузию. Мы не можем на сегодняшний день сказать народу Абхазии, насколько, возможно, могла быть обозначена цифра прибыли, которая имела бы Абхазия в случае оглашения всех тех договоров, которые были подписаны на протяжении многих лет Абхазии непосредственно с Грузией. Грузия на сегодняшний день считает всю энергосистему Абхазии в целом, я имею в виду в первую очередь, конечно же, я ставлю Ингургес своей собственностью. Если вы на сегодняшний день приедете на территорию Ингургес, вы увидите символику Грузии. Более того, она находится на территории Грузии, поэтому, конечно же, там будет и грузинская символика, и грузинские надписи. Не целиком. Нет, сама станция находится и хранилище находится на территории Грузии. Давайте перейдем к следующему вопросу. Вот криминогенная обстановка, хотелось бы, вы работали в этих структурах какое-то время. И есть ли у вас мысли и какие-то рецепты ее улучшения? Есть ли у вашей команды конкретные предложения? Да, у нас есть конкретные предложения в этом направлении, и наведению общественного порядка и борьбе с коррупцией мы уделяем особое внимание. Мы прекрасно понимаем, что без создания благоприятных условий, не обеспечив безопасность бизнесу, мы не можем сегодня рассчитывать на какие-то бизнес-проекты, на инвесторов, без чего практически, я считаю, нам не по силам будет поднять в целом нашу экономику на ноги. Это одна из статей, которую нужно реализовать. Это в первую очередь касается, наших силовых структур. Ну, во главу угла я ставлю Министерство внутренних дел. На сегодняшний день, количество сотрудников Министерства внутренних дел доходит до 1500 человек. Звучат призывы, о необходимости сокращения личного состава. В целом я не согласен с этим, потому что на сегодняшний день, я считаю, то количество сотрудников, непосредственно работающих в Министерстве внутренних дел, оно необходимо. На сегодняшний день оно необходимо. Другой вопрос, по мере повышения материально-технического обеспечения Министерства внутренних дел, по прибытию необходимого количества специалистов извне, то есть я имею в виду наших курсантов, которые обучаются на сегодняшний день в университетах МВД Российской Федерации, это Краснодар, Волгоград. Вот по мере возвращения, привлечения их, вовлечения их в работу наших силовых структур. Я считаю, что конкурсную основу необходимо проводить именно в рамках Министерства внутренних дел в первую очередь.
Мы сегодня видим, насколько некомпетентны те или иные, значит, сотрудники отдельных подразделений МВД. Это проблема общегосударственного масштаба, которую необходимо решать. И у нас есть четко определенные позиции в этом направлении и продуманные, значит, шаги, планы действий, которые мы и притворим в жизнь, если, как говорится, народ Абхазии окажет нам поддержку и Выразить доверие. выразить доверие, да. У вас остается совсем мало времени вот, на обращение к своим избирателям. Мы предоставляем вам слово. Спасибо. Я обращаюсь к гражданам Республики Абхазия, к народу Абхазии, независимо от национальности, независимо от социальной принадлежности. Я обращаюсь к вам с огромнейшей просьбой принять участие в выборах 25 августа сего года, потому что это будет выражение так или иначе позиции каждого из вас. Это даст возможность нам, оппозиционно настроенным кандидатам, рассчитывать на вашу поддержку, а поддержка, даже если вы не будете за одного из, значит, кандидатов оппозиционных сил, вы не дадите тем самым шанс тем силам, которые сегодня стремятся во власть, уже дискредитировав себя во многом, не дадите им шанс так или иначе повлиять на голосование в этот день. Я обращаюсь к народу Абхазии объединиться для будущего нашей республики, во имя нашей молодежи, во имя завтрашнего дня. Считаю крайне необходимым в первую очередь обратиться к молодежи нашего государства, на которую мы и рассчитываем, на которую возлагаем надежды. Мы сегодня во многом прекрасно понимаем, что на протяжении более 2 десятков лет наша молодежь была ограничена вниманием со стороны общества, со стороны старшего поколения, со стороны государства. Мы вам гарантируем, что с приходом к власти разумных политических деятелей эта политика в целом будет изменена. Я вынуждена вас прервать. К сожалению, время в эфире наше истекло. Спасибо вам за беседу. Я напоминаю, что мы работали в прямом эфире. На наши вопросы сегодня отвечал кандидат в президенты Абхазии Артур Анкваб. Беседы с кандидатами в президенты и вице-президенты Абхазии смотрите в прямом эфире абхазского телевидения каждый вечер до 21 августа. А 23 августа на нашем канале состоятся дебаты, на которые приглашены все кандидаты в президенты Абхазии. Всего доброго.